В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Ленске сход населения. Местная администрация разъясняет, почему дошло до того, что безнадзорные собаки кидаются на людей. Проблема с уборкой снега. В Алдане не чистят дороги, в Мирном – придворовые территории. Бесплатный перелет для ветеранов. К 75-летию Великой Победы российские авиакомпании запускают акцию. План по добыче угля не выполнен, но результаты удовлетворительные. Айсен Николаев продолжает свою рабочую поездку в Нерюнгринском районе. Запись в первый класс. 25 января открывается электронная очередь. Организаторы традиционно ждут ажиотаж. Покорители холода. Проект в двух самых холодных точках Якутии подходит к своему логическому завершению. Уголовное дело возбуждено по факту крупного ЧП. 11 человек погибли при пожаре в Томской области. Трагедия произошла прошедшей ночью. Пожар случился в одноэтажном деревянном доме. Площадь его составила 208 квадратных метров. При тушении спасатели обнаружили тела 11 погибших. Предположительно, иностранные граждане. По предварительной информации, ими оказались выходцы из Узбекистана. Двоим удалось спастись. К новостям в Якутии. В эти минуты в Ленске проходит собрание жителей города с мэрией. Администрация вынуждена была организовать это мероприятие после нападения собак на 8-летнего мальчика. Как оказалось, проблема с безнадзорными собаками в Ленске стоит остро, поэтому власти сейчас вынуждены объясняться перед жителями, почему так произошло. Напомню, что накануне средь бела дня в центре города собаками был искушен школьник. Его спас случайно проезжающий мимо мужчина. Ребенок сильно травмирован физически и психологически. О состоянии мальчика, а также о волнениях ленчан. Материал Анны Кожевниковой. Кроме алых следов крови на белоснежном полотне этих закоулках частного сектора Ленска, больше ничего не напоминает о вчерашнем происшествии. Именно здесь, на пересечении улиц Чернышевского и ленских событий, стая собак напала на 8-летнего ребенка, нанеся ему множественные укусы в области лица и головы. Если бы не Александр, тертычный, случайно проезжающий мимо, мальчика бы загрызли насмерть. Думал, сперва собаки дерутся между собой. Стал подъезжать ближе, смотрю, вроде человек лежит. Я даже не понял, что это ребенок. Я начал сигналить, подъехал совсем вплотную, собаки стали разбегаться. Смотрю, поднимается ребенок. Он сам встал. Смотрю, весь в крови, лицо все в крови было. Я его быстренько взял за руку, посадил в машину и сразу повез в больницу. Ребенок был в шоке, ничего говорить не мог. Я привез, сразу передал врачам его. Ребенок нуждался в срочной операции. 20 января 2020 года, вчера в 13:42, в Ленскую ЦРБ был доставлен ребенок с множественными укушенными ранами и травматическим шоком первой степени. Ребенок прооперирован, в настоящее время находится на лечении в реанимационном отделении. Проводятся все необходимые консультации со специалистами республиканских центров. И вопрос о дальнейшей тактике лечения в настоящий момент решается. Администрации города проведено собственное расследование. Печально в этой истории, которая произошла в городе Ленске, да, что собаки это были хозяйские. Опять же, то, что я говорил выше, это ответственность нас, самих жителей города Ленска. Если бы они были во дворе привязаны, это бы трагедии не произошло. Поэтому, конечно, мы сожалеем о случившемся, и администрация города Ленска возьмет все затраты на себя по лечению мальчика и сопровождению лечения в городе Якутске. Городская мэрия и рада бы истребить эту проблему под корень, но федеральное законодательство не позволяет. Прежде чем отловить сегодня животных, подрядной организации необходимо сделать видеофиксацию, то есть все снимать на видеокамеру, каким путем отлавливать животное, значит, с привязкой к местности, доставкой, пункт передержки. Сегодня обязательно требование, что должны быть приюты у нас, да, которых у нас нету. Значит, собаку должны содержать не менее 30 дней по новому законодательству. Значит, ее должны вылечить, стерилизовать, кастрировать в зависимости от пола животного. И если хозяин не обнаруживается, мы должны обратно выпустить собаку во внешнюю среду обитания, то есть на улицу опять города. Люди же требуют кардинальных мер. Нам нужно защитить своих детей. Правильно сказал отец Анатолий, ни одна собака не стоит ни одного мизинца или там, ногтя нашего ребенка. Поэтому тут мое личное мнение как мамы, как бабушки, как просто гражданин. Однозначно, извините, но собак нужно каким-то образом убирать
с территории нашего города. Принятие законодательных актов возможно лишь на региональном уровне, о чем и просят жители Ленска. Сегодня по факту выходит так, что, руководствуясь гуманностью и защищая животных, мы не можем защитить собственных детей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А в Якутске полицейские объявили войну бутлегерам. В городе провели работу по пресечению незаконной торговли алкоголем. Преступников ловили на живца. Подробности в материале Сусанны Рожиной. В операции по поимке недобросовестных предпринимателей, которые незаконно реализуют алкогольную продукцию населению, привлекались почти все подразделения первого отдела МУ Якутска, на территории которого проводились рейдовые мероприятия. Участковые, инспекторы ПДН, ППС. На разводе все сотрудники получают разнарядку и маршрутные листы. Для участия в операции инспекторы ПДН привлекают несовершеннолетнего. Юноша заказывает бутылку крепкого алкоголя на указанный адрес. Уже примерно через час к дому подъезжает автомобиль, из которого выходит мужчина. Встреча с заказчиком происходит прямо в подъезде. Бутлегер передает товар и получает деньги. Сотрудники полиции уже ждут в засаде, останавливают авто и задерживают бутлегеров. Однако подставной покупатель указывает на пассажирское кресло и утверждает, что продукцию реализовал не водитель, а именно пассажир. Акт реализации алкогольной продукции, именно водки, несовершеннолетнему. В отношении его будет составлен протокол по статье 14.16, часть 2, прим. 1. Только за минувшие выходные в Якутске было выявлено 6 фактов незаконной реализации алкоголя. Ну что, у вас точка общепита здесь находится? А? Общепит? Ну, здесь можно, да? Кафе? Ну, если по желанию этого покупателя. Ну, да, он продавал. А крышка же закрытая получается? А? Крышка закрыта? Какая крышка? Он должен был здесь распивать. Но если он не хочет, то... Вывеска где, что здесь бар где? Либо кафе? Нет, такого нет. Вывески такой нет. А почему утверждаете, что это кафе-бар? Я не говорю, что это кафе-бар. Я говорю, что если человек захочет, он может здесь выпить. Нет, вы говорите, что это... Нет, то... вы сейчас говорите, что это либо кафе, либо бар. Давайте определимся, что это. При этом, как отмечают сами полицейские, бутлегеры стали намного осторожнее. Однако регулярные рейды по пресечению нарушений антиалкогольного законодательства продолжают давать свои результаты. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. В Алдан из-за сложной дорожной ситуации вынуждена направлена группа ГИБДД республики. Все дело в очистке дорог от снега. Положение инспекторы оценивают как плачевное. Дороги прочищены не повсеместно, особенно остро стоит вопрос с вывозом снега. Опасности подвергаются все участники дорожного движения, рассказывает Татьяна Вахнина. В первой половине января в Южной Якутии шли обильные снегопады. Сугробы значительно выросли, дороги почти повсеместно превратились в опасные двухколейные тропы с покатыми обочинами. Передвигаться стало проблематично и водителям, и пешеходам. Положение катастрофическое. При таком большом потоке машин просто-напросто страшновато ездить даже, потому что непонятно. Везде кучи. Вот, везде эти навалы, особенно на перекрестках, где там кто-то выскочит. Тут, короче говоря, весь день на нервах. Предприятие, ранее занимавшееся уборкой снега, сложило обязательства. После праздников к чистке дорог в городе приступил новый подрядчик. Пока ситуация улучшилась ненамного. В центре города дороги прочищены. Однако на узкие улицы техника порой не может заехать. Печально дело обстоит с вывозом снега. Он попросту сгребается на обочины и тротуары, образуя слепые зоны. Проезжая часть, в принципе, очищена, на первый взгляд, да? В основном проблема состоит при вывозке снега, то есть не своевременная вывозка снега. Дорожная ситуация в Южной Якутии стоит на контроле руководства ГИБДД республики. В Алдан прибыли специалисты из Якутска. Старший инспектор Николай Жирков с коллегой обследовали участки городских магистралей. Толщина снега на обочине тоже более 15 сантиметров, который не допускает ГОСТу. Инспекторы осмотрели как городские дороги, так и межпоселенческие трассы, побывав в близлежащих поселках. Помимо оценки состояния обочин, были сделаны замеры колейности на проезжих частях. В норме она не должна превышать 5 сантиметров. С уплотнением снега образуется колейность на дорогах, что тоже отрицательно влияет на движение транспортных средств по проезжей части. То есть недопустима колейность на дорогах. И мы сейчас измеряем показатели колейности.
В Алдане инспекторы планируют работать 2 дня. После оценки ситуации сотрудниками Республиканского управления ГИБДД будут даны рекомендации дорожным службам и местным властям. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Проблемы со снегом и в городе Мирный. Здесь придомовые территории также завалены. Всему виной оставленный горожанами транспорт. О безответственности и способах борьбы с ней в сюжете Марфирины Алексеевой. В связи с ранним потеплением во избежание наледи у придомовых территорий уборка снега началась гораздо раньше. Но предприятие по уборке снега столкнулось с проблемой нерадивых горожан, которые на весь год, на всю зиму оставляют машины у дома. Результат – снежные завалы, которые мешают как пешеходам, так и самим водителям. Вопреки предупреждениям и просьбам коммунальщиков, замерзшие автомобили так и остаются на своем месте. Нам приходится обращаться к сотрудникам ГИБДД за помощью, для того, чтобы найти владельца, отыскать, как-то с ним связаться, и уже просим настоятельно, убрать свой автотранспорт. Это ежегодная наша основная проблема. Мы и убирать нормально не можем, то есть и в случае погрузки, очистки мы можем повредить автомобиль. Сотрудники дорожной инспекции обзванивают автомобилистов с просьбой убрать машину на время, но реагируют лишь единицы. Интересы обоих сторон совпадают – чистый двор и чистые улицы, но к согласию прийти не удается. Пожалуйста, в любой двор зайдите, даже Ленина 22, знаменитый как Титаник. Там целая куча машин, просто для уборки невозможно. Собрать собрание всех жителей дома и в определенный какой-то день, чтобы они как-то убрали свои машины. И искать хозяев, и просто эвакуировать эти машины на какую-то стоянку, и все. Это самое оптимальное, что можно сделать. Выставлять штрафы за этот металлолом владельцам. Все, то есть проблема решится. Ввести какой-то закон, чтобы больше какого-то определенного срока машина не находилась возле дома. На данный момент специалистам предприятия жилищного хозяйства приходится ездить по одному маршруту по несколько раз. Ежегодно с потеплением из-за неответственных автомобилистов у подъездов образуются огромные лужи. Чтобы избежать ежегодного сценария, предприятие просит заблаговременно убрать транспорт. Уборка придомовых территорий продлится до конца марта. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Аэрофлот и его дальневосточная дочерняя компания «Аврора» проведут акцию ко Дню Победы. Они бесплатно перевезут ветеранов. Акция продлится с 3 по 12 мая этого года. Оформление билетов начнется с 14 апреля. Право бесплатного перелета в эконом-классе предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые являются гражданами России, стран СНГ, Прибалтики и Грузии или постоянно проживают в одном из этих государств, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. На рейсах «Аврора» бесплатно могут полететь также дети войны. Отмечается, что акция впервые состоялась в 2001 году. За все время ее участниками стали более 90 тысяч человек. И продолжая тему 75-летия Великой Победы, движение «Бессмертный полк России» запускает конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей». В этом году он приобретает статус международного. Участниками могут стать ребята из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет. Основной тезис проекта – от истории семьи к истории страны. Благодаря конкурсу школьники со всей страны смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи, научиться работать с архивами, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Он позволяет детям и их родителям вместе окунуться в прошлое и не забыть те суровые годы, в которые жили их предки. Но сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». План по добыче угля не выполнен, но результаты удовлетворительные. Айсан Николаев продолжает свою рабочую поездку в Нерынгринском районе. Запись в первый класс. 25 января открывается электронная очередь. Организаторы традиционно ждут ажиотаж. «Покорители холода» – проект в 2 самых холодных точках Якутии подходит к своему логическому завершению. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск.
Второй день рабочего визита в Нерюнгринский район главы республики продолжился посещением социальных объектов. Был осмотрен практически завершившийся ремонт детского оздоровительного лагеря «Мужество». Помимо этого состоялись несколько совещаний по актуальным вопросам социально-экономического развития Нерюнгринского района. В частности, были рассмотрены вопросы реконструкции местного аэропорта и исполнения программы по расселению из аварийного жилья. Сегодня недобросовестные застройщики первого этапа программы должны вернуть в бюджет денежные средства. И району предстоит второй значительный этап программы переселения, где необходимо будет расселить 83,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Айсен Николаев также ознакомился с итогами финансово-хозяйственной деятельности и планами на ближайшую перспективу угледобывающих компаний «Якутуголь», «Эльгауголь» и «Колмар». Сказать, что хотя по всем компаниям плановые показатели по добыче угля прошлого года не выполнены. Каждая из компаний где-то вот примерно 1 миллион тонн каждая не добрала. Вместе с тем результаты неплохие, удовлетворительные, я бы сказал. Это падение связано с серьезнейшим ценовым кризисом на мировом рынке, когда цены упали не на десятки, а в разы по некоторым сортам угля. И, конечно, это не могло привести к падению производства. Оно в целом сегодня у нас по стране есть. Но вместе с тем у нас нет падения вот именно производства фактического. У нас есть рост, но он не такой значительный, как мы предполагали. С 30 января со станции Нижний Бестяк начнет курсировать беспересадочный вагон до Хабаровска. Он будет ходить с частотой 1 раз в 6 дней. Уже доступно расписание с февраля по апрель. Со станции Нижний Бестяк прицепной вагон будет отправляться с пассажирским поездом Нижний Бестяк-Нерюнгри-Пассажирская. Время в пути составит 2 суток. Билеты можно приобрести после 24 января. 25 января по всей России стартует первый этап приема заявлений для записи в первые классы. Заявление можно будет подать 2 способами. Через портал образовательных услуг и непосредственно в самой школе. В будущем учебном году пороги новых школ переступят порядка 5,5 тысяч первоклассников. Обеспокоенность родителей понять можно, ведь каждый хочет записать ребенка в желаемую школу. Получится ли это у них, выясняла Ульяна Шагина. Запись в первые классы пройдет без стресса. Такое обещание дают в окружной администрации Якутска. Как обычно, у нас пройдет 2 этапа. Вот 25-го, вот в эту субботу, 25 января, первые 20 школ. И остаток школ, запись начнется уже с 1 февраля по 5 сентября включительно. Главным нововведением этой кампании является то, что братья и сестры могут официально претендовать на зачисление в одно образовательное учреждение. Главное, чтобы прописка территориально относилась к той школе, где учится старший ребенок. У меня старший ребенок учится в 23-й школе, и мы занимали туда очередь. Живую очередь, потому что были не по прописке. Сейчас у меня подрос уже младший сын, и тоже хотелось бы попасть в эту же школу, чтобы дети все-таки учились в одной школе. К сожалению, младший сын Анны территориально не прикреплен к этой школе, значит, пойдет он уже в другую. Конечно, если в желаемом учебном заведении случайно не останется свободного места. С 1 июля по наличию мест можно подать заявление в общеобразовательную организацию, в ту, которую ребенок хочет поступить. Сложнее будет тем, у кого в желаемой школе места отсутствуют. К примеру, в 17-й школе, где количество первых классов к новому учебному году сократилось с 5 до 3. Порог этой школы переступит 72 первоклассника. Ежегодно мы набирали по 5-6 классов в этом году. Наверняка получится, что дети не смогут попасть в 17-ю школу. Как нам объяснили в управлении образования, это делается для того, чтобы регулировать количество детей в центральных школах. Так, в 3-й школе, соответственно, дополнительных классов станет больше. Мы отслеживаем, мониторим количество заявлений и смотрим количество мест. Если есть возможность, открываем дополнительные классы. Если нет возможности, то родителям дается возможность уже выбрать те предложения, которые мы им даем. Итак, для самостоятельной подачи заявления нужно иметь подтвержденную учетную запись на сайте госуслуги. Регистрацию можно пройти на самом портале, а подтвердить учетную запись в любом из центров обслуживания граждан. Перечень центров обслуживания можно найти на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка пользователей». Всего их в Якутске 78. Подать заявку можно либо через портал госуслуг, либо через сайт «Еду-Е Якутия». Также в офисе «Мои документы» функционируют места самостоятельной работы, где также можно записать
отправить ребенка в 1 класс. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Помериться силой знаний в Якутске проходит региональный этап Всероссийской олимпиады учащихся. Сегодня в 17-й школе стартовала олимпиада по экологии. Задания включают теоретическую часть и защиту проектов. Соревнования регионального этапа проходят в эти дни на 10 образовательных площадках столицы по 22 предметам. Всего участвует порядка 1200 учеников с 5 по 11 классы. Хорошие результаты на этом этапе дают дополнительные баллы для поступления в Северо-Восточный федеральный университет, а победителей пригласят на заключительный тур, который пройдет весной. Его призеры получат возможность поступить в любой университет России по профилю олимпиады. Участвую я с 2018 года в олимпиаде по экологии, также на городских этапах по биологии и черчению. У меня просто такой склад ума, что мне больше всего нравятся именно биологические науки, естественные науки. Но участие в олимпиадах, во-первых, дает новый опыт по предмету, особенно если собираешься в будущем идти, работать дальше в этом направлении. Нерюнгринский район полон интересных людей, и один из них – Роман Хмелев. Молодой человек, несмотря на суровую якутскую зиму, совершает постоянные прогулки в лес практически раздетым, чем поначалу удивлял или даже пугал горожан. При этом мужчина не видит в своем закаливании ничего необычного, рассказывает Александра Цыбикова. Роман Хмелев уже обосновавшийся нерюнгринец. Работает, как и многие, на шахте, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и всегда поддерживает себя в форме, поэтому и не выглядит на свои 43 года. Но закаливанием, а именно прогулками практически раздетым по лесу, он стал заниматься не так давно, а именно в 3-м квартале прошлого года с наступлением холодов. Почему, мы узнали у него лично. Я вообще с южных областей постсоветского пространства. Приехал в этот город на работу как раз той зимой, год назад. И та зима меня сильно ломала. Простудные заболевания, с больницы я не выкисал. Решил, следующую зиму что-то нужно поменять. И вот постепенно, когда выпал снег, пришли морозы, начал понемножку растираться снегом. Чувствую, мне уже этого мало, захотелось выйти просто прогуляться. Вышел на 1, 2, 3 минуты. Ну и теперь это настолько я от этого получаю удовольствие, что могу находиться там до получаса. Роман, конечно, не остался незамеченным. Благодаря социальным сетям ролики с его прогулками разлетелись и имели резонанс. Большая часть комментирующих восхитилась его стойкостью. Анастасия, соседка Романа, и вот что она рассказывает. Сидела в машине возле дома, смотрю, из моего подъезда выходит мужчина в шортах, в шапке, в перчатках, ботинки, носки. Посмотрела на него, желания сфотографировать не было. Первая мысль — сила духа нереальная просто у человека. Каждая мама думает, как закалить ребенка, а начать надо, конечно, с себя. Но сейчас проконсультируемся с врачами, можно ли при нашей хронике этим заниматься, и я думаю, что попробую. При закаливающих процедурах у человека постепенно вырабатывается адаптация к внешней среде. В процессе закаливания совершенствуется работа всего организма, улучшается физико-химическое состояние клеток, увеличивается работоспособность, снижается заболеваемость, особенно простудного характера, и улучшается общее самочувствие. Мы лично смогли пронаблюдать это на примере Романа Хмелева. Будьте здоровы. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. А на севере Якутии завершается проект «Покорители холода», участники которого проходили испытания в 2 самых холодных точках республики – Верхоянске и Аймиконе. А далее эфир нашего телеканала продолжит очередной видеодневник российских блогеров, которые проходят испытания холодом.